Привет! У тебя появляются боли при поездке за рулем. У тебя болит колено, у тебя болит голеностоп. В чем причина? На этом видео посмотри до конца. Ты узнаешь себя и узнаешь, как с этим бороться. Я Забродин Михаил, врач-травматолог-ортопед, специалист и преподаватель методики PDTR. А теперь разбор, поехали. Сегодня у нас на разборе наш коллега, которого мы лечили в апреле этого года. Прошел 3 месяца. Была тотальная гипотония, то есть все не работало, и эта проблема закрывалась с травмы носа. Мы ее полечили. Хотим обратную связь. 2-3 недели я прям летал. Энергия из меня лилась через край. Да. Постепенно поток энергии начал угасать, и как-то все вернулось в свое русло. Что может быть? Значит, мы неправильно полечили травму носа. Либо есть какие-то анатомические проблемы, которые дают возврат проблем. Либо, поскольку мы должны понимать, взрослые пациенты, в отличие от детей, они в течение жизни набирают каскад проблем. И помимо травмы носа, возможно, есть что-то еще, что спустя какое-то время дает о себе знать, когда ушла более приоритетная штука. И мне важно посмотреть, как поменялся тонус у пациента. Я смотрю, держите, пожалуйста, дыйте. Сила, дыйте. Сила, дыйте. Сила, дыйте. Сила. Работает. В прошлый раз это не работало. Ложитесь на спину. Количество энергии больше стало? Да. Я тестирую правую ногу. Дыйте. Дыйте вверх. Сила. Левая нога не работает. И на повторном приеме, конечно, я смотрю, может ли все-таки травма носа как-то сегодня влиять. Я придавливаю нос. Это может сделать сам пациент. Давите. И не помогает. Почему придавливаю? По ссылочке. Можете посмотреть видео, комментарий, и вы узнаете почему. Какие жалобы на сегодняшний день? Жалобы на сегодняшний день при длительной поездке по городу за рулем автомобиля на механической коробке передач наступает очень быстро усталость. Ага. Что еще? А по трассе? По трассе проблем не испытываю, не устаю. Ничего. По городу достаточно быстро устаю. Да, дальше. И где еще болит? боли в плечевых суставах. Боли в плечевых суставах когда появляются? Под нагрузкой, в покое, лежа, при ходьбе, за рулем? При ходьбе, наверное, больше. При ходьбе. Ну, при ходьбе идет нагрузка, может быть, это как-то. Но на самом деле не соответствует с нашим тестом. Плечевые суставы работают. Давайте еще раз посмотрим, понимаете. И тут ключевое слово, скорее всего, нам пациент подсказал. Езда за рулем, нагрузка на таз, нагрузка на поясницу. Но такая же нагрузка происходит и когда мы сидим. И такая же нагрузка идет при поездке на трассе. А по городу хуже. По городу в пробках идет нагрузка больше на нижние конечности, когда мы переключаем передачи. Согласны? Да. И, скорее всего, левая нога. Но это просто версия. Плечи болят, когда идет нагрузка на ноги. То есть это логика, которую необходимо выстраивать. Если я сейчас, как ортопед, свой взгляд буду сюда, я пациенту не помогу. Хотя клинику я ему сниму. Я назначаю рентген. На рентгене там будет какой-то артроз. Могу назначить МРТ. Те заключения, которые там будут написаны, я могу просто рассказать их сейчас. Они есть у всех. Травм плечевых суставов не было. Нет, не было. Я назначу лечение, которое будет эффективно с точки зрения снятия клиники устранения болевого синдрома. Когда плечи заболят в следующий раз, это может пройти полгода, это может пройти год, это может пройти 2 года, но они заболят. Потому что есть какая-то причина, которая находится, скорее всего, в другой части тела. Это может быть шея, это может быть зубы, а может быть то, что мы нагружаем в позиции за рулем, и особенно при езде по городу. Логично? Да. Логика. Шерлок Холмс. Дайте. Дайте. Работает. Дайте. Работает. Дайте. Работает. Пациент пришел. Все работает. Больничный не получите. Работать. Ну, работает же. Подвигайте шеи. Все. Дайте. Сила. Зубами. Дайте. Это те провокации, которые я вам показываю. Понятно, что здесь никакого влияния не будет.
Здесь есть определенное влияние со стороны левой педальки. Натягивайте левую икроножную мышцу, и мы ушли в слабость. Раз. И мы ушли в слабость. Два. И тут хрустит, да? Да. И там есть какое-то влияние. И тогда мы спрашиваем вопрос, задаем, какие травмы были на этом суставе, либо оперативное вмешательство. У меня был разрыв ахиллова сухожилия, делали операцию, пришивали его. Пластику делали, да. Как давно это было? В 2006 году. В 2006 году. Как произошла травма ахиллова сухожилия? Это был удар, либо это спонтанный разрыв? Падение с высоты. Падение с высоты, то есть такая травма. Так. Ага, ну то есть здесь было травматическое повреждение. Кстати, если вам интересно видео на тему спонтанные разрывы ахилловых сухожилий, почему они происходят и что с ними делать и как их корректировать после оперативного лечения, подписывайтесь, колокольчик, комментарий, и мы вам снимем. Оператор, я хорош? Колокольчик. Колокольчик, и что надо сказать? Если вы хотите получать информацию о том, когда выйдет новое видео, нажмите на колокольчик. Так, мне нужен новый оператор, который не будет мне мешать. Пожалуйста, не вырезайте это. Все. Не мешай мне. Тогда здесь было на этом участке несколько травм. Первая травма – это, собственно, удар, безусловно. Вторая травма, ну и разрыв. Вторая травма – это операция. И при растяжении этого сухожилия, при натяжении этого рубца мы плывем. Будет ли болеть поясница? Давайте проверим. Стойте. Давите. Я тестирую заднюю поверхность тела. Работает. Натяните икроножную мышцу. И поставьте снова. Давите. И мы упали. Увидели? Поясница будет отваливаться. Во время ходьбы будет становиться хуже. Есть шикарный тест, который каждый из вас может выполнить дома. Например, ноги вместе. Я тестирую, смотрите. Сила. Помаршируйте на месте. То есть мы имитируем какое-то подобие нагрузки при ходьбе. Все. Уже проблема, я знаю, что проблема в ногах. То же самое будет, когда мы пройдем вперед-назад, будет слабость. То же самое будет проблема в плечевых суставах, когда мы, нагрузите, ходим. Все сходится. Все пазлы сошлись. Далее ложитесь на живот. Снимайте носочек с этого голеностопа. И эта левая нога, скорее всего, будет включаться с воздействия на этот рубец. Держите, пожалуйста. Я тестирую икроножную мышцу. Ее здесь нет. В тонусе, в котором она должна быть. Сила. Давите. Та часть, которая ближе к креплению на пятке, давите. Вот так себя ведет. Видно? Давите. Держите. Эта икроножная работает. Но как только я растягиваю этот рубец, она выключается. Прям совсем. Вот. И это не говорит о том, что это плохо прооперировали. Здесь восстановлено прекрасно сухожилие. Очень. Вот если не рубец, я бы не сказал, что здесь была когда-то операция. Это говорит о том, что эта нервная система среагировала нормально на повреждение. Ей все равно, кто здесь порезал. Пациент случайно порезался, либо это сделал хирург. И обязательно любой рубец, где бы он у вас не был, это рубцы на опорно-двигательный аппарат, может быть там переломы, сухожилия. Это обязательно рубцы после операций, удаленные зубы, родовые травмы. Они обязаны коррекции и диагностики методом нейрорецепторной терапии, метод PDTR. Подробнее о нем мы рассказываем на нашем канале. Далее я определяю, какое здесь нарушение. Видите? Здесь рецептор тупой боли. Он сработал, скорее всего, в момент повреждения. Может быть, в момент снятия швов. Может быть, в момент разработки, когда здесь была боль. Кстати, если вам интересно видео о рецепторах, как они работают и как устроен взаимоотношения этот датчик мозг, подписываться, колокольчик, мы снимем вам видео. И напишите в комментариях, что вы хотите увидеть именно это видео. Оператор, я так сказал?
Можно я в конце скажу, что я даю объявление о том, что все-таки я обидел оператора, он ушел, мне нужно срочно оператор, все пропало. Что самое главное, уважаемые коллеги и наши пациенты, очень трудно продвигать, но мы от этого никогда не откажемся, новые методики, которые мега современные, которые в принципе не нужны тем фармацевтическим компаниям, которые производят лекарства, потому что им выгодно продавать лекарства. И выгодно ставить протезы соответствующим компаниям и лечебным учреждениям. Но пациенты хотят не избавляться от болезней, а добыть себе здоровье. И именно этот метод решает этот запрос. Для лечения я должен воспроизвести тот же файл, который возник в момент повреждения, в момент боли, и заменить его нормальным рефлексом. Так работает наша нервная система. Если мы все правильно сделали, видите, икроножная мышца работает. Видите, работает. Работает. Поворачивайтесь на спину. Я тестирую прямую мышцу бедра, давите вверх. Она с этой стороны не работала. Далее, пока у меня пациент лежит, конечно, я попробую сымитирую механизм травмы. Каким образом? Я сначала вот так постучу. Давите. Давите, давите. У нас ножка вот так, то есть удар пришелся вот сюда, правильно? Выставите ногу в позицию травмы, вот как она была, нет. Она же вот так вот упали, да? Ну, вот такое падение было, да? Да. Потому что здесь под этим углом пойдет уже нагрузка на кости стопы. Так идет нагрузка пяточная кость и нижняя конечность. Ножку вот так. Держите. Держите так. Ногу. Дайте. Держите. Дайте. Здесь норма. Здесь еще есть механизм травмы. Какой-то из суставов сработал. Конечно, это нужно полечить. Далее я постучу по первой плюсневой кости. Дайте. Сила. Держите пальцы так. Вторая плюсневая кость. Слабость. Дайте. Дайте, дайте. И там, где вторая плюсневая кость соединяется с костями стопы, это клиновидная кость. Ну, сказал, костями предплечья. Операторы должны, актер отдыхать. Давай, поехали снова. С какого? Саш, скажи, что камера была выключена, звук не писали. Возвращаем актера. Давай, поехали. Я нагружаю вторую плюсневую кость. И возникает, видите, проблема. И там, где она сочленяется с клиновидной костью, этот сустав получил травму. Скорее всего, конечно, это момент травмы. Момент падения с какой высоты? Ну, 1,5 метра. Да. Угу. Далее, лечение. Если, видите, такая проблема будет у пациентки женского пола, то там будет проблема при ходьбе на каблуках однозначно. То есть в момент нагрузки идет стрессовое воздействие именно на этот сустав. Держите. Чего? Хорошо. Хорошо, дайте. А чего хорошо? Хорошо. Хорошо. Дайте. Теперь, плечи работали и до этого, но не выключаясь после того, как мы растягивали ахиллово сухожилие. Растяните, пожалуйста, ахилл на левой ноге. Дайте. Дайте. Не хрустит, не выключается. Да? Замечательно. Класс? Я столько лет мучился. Ага. Попрыгайте потихонечку. Угу. Дайте. Дайте. Дальше никто не отменяет локальную работу с плечевыми суставами. В данном случае, конечно, я думаю, здесь на этом можно остановиться абсолютно. Если у пациента будут жалобы, и вы захотите разбор этого же пациента через 3 месяца, мы вам покажем.
Вы задаете вопрос, как длительно сохраняется эффект. Вы увидели, травму носа пролечена, она не вернулась. Для того, чтобы она вернулась, должна быть травматизация. Здесь новая травма, причем мы полечили сегодня и сам рубец, и полечили еще и сам механизм травмы. Далее мы нашего пациента можем пригласить и посмотреть другие травмы, которые могут давать о себе знать. Будьте здоровы, до новых встреч. Спасибо вам огромное. Столько лет мучился. Спасибо, спасибо. Саш? Берегите себя. Да. Молодец. Сережа. Давайте подведем итог этого интересного разбора. У нас был пациент, у которого усиливались боли в плечевых суставах при езде за рулем. И здесь был нюанс. По трассе он едет, не болит, а боли появляются, усиливаются, когда он катается по городу. Когда выжимает педаль сцепления левой ногой. И мы на левом ахилловом сухожилии нашли старое повреждение, операцию восстановленного ахиллового сухожилия. Рубец, растяжение этого рубца создавало нагрузку на нервную систему, что приводило к некому дисбалансу в теле. Мы устранили это методом PDTR, и пациенту стало намного лучше. Если тебе понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на наш канал, в котором очень много видео, и будет еще больше благодаря тебе. Колокольчик. А если тебе понравился сам метод PDTR и ты хочешь им овладеть, по ссылочке ниже переходи, подписывайся и регистрируйся на наши семинары, мы тебя ждем. Будем рады сделать из тебя мега крутого специалиста PDTR, и ты однозначно сможешь так же, и твои пациенты от тебя никогда не уйдут, ты будешь им помогать. С вами был Забродин Михаил. Всем пока, до новых встреч, здоровья и счастья.